Здравствуйте. Интервью на БСТ в студии Алия Тагирова. 80 лет исполняется онкологической службе России. Этому посвящен 13-й съезд онкологов, который пройдет в Уфе. Об этом говорим с Аделем Измайловым, главным врачом республиканского онкодиспансера. Адель Альбертович, съезд с международным участием. Кого ждете в столице Башкортостана? В столицу Башкортостана приедут все ведущие онкологи Российской Федерации, стран ближнего зарубежья, более 20 академиков Академии наук России, член-корреспонденты Академии наук Российской Федерации. Со всех уголков Российской Федерации организаторы здравоохранения, это главные внештатные специалисты, главные врачи учреждений онкологического профиля, руководители федеральных центров онкологических, а также специалисты, врачи-онкологи со всех уголков Российской Федерации, начиная от Калининграда и до самых Камчатки. Это не только дискуссионная площадка, это то есть какие-то нетворкинги и общение, это еще и практическая часть, то есть будут и операции? Конечно, съезд онкологов России – это такое основное событие в жизни онкологической общественности Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Тут программа будет насыщенная, пройдут и показательные операции, которые будут выполнять академики РАН, практические онкологи, и пройдет теоретические секции по всем видам деятельности онкологической службы, реабилитации пациентов. Пройдут мастер-классы, обучающие мастер-классы. Будет сессия проводиться Российской академии наук. Поэтому программа действительно очень объемная, очень насыщенная. Она объединит не только онкологов, но и специалистов смежных специальностей. Это и кардиологи будут участвовать, и нейрохирурги, реабилитологи, то есть все специалисты, которые оказывают помощь нашим пациентам. Почему республика? Я знаю, что у нас не впервые проводится этот съезд, на который съезжается вся страна. Знаете, вообще первый съезд онкологов России, он был проведен в 1973 году в Республике Башкортостан. Этот съезд в Республике Башкортостан проводится в 3-й раз. Республика Башкортостан, она является ведущим регионом Российской Федерации в плане организации онкологической службы. Она является по ряду проектов показательной, то есть другие соседние регионы и федеральные центры приезжают поделиться и перенять опыт тех мероприятий, которые проводим мы для того, чтобы снизить онкологическую смертность, для того, чтобы обеспечить доступность оказания онкологической помощи. И особенно последние 5 лет произошла, в буквальном смысле, революция. Если мы лет 5-6 назад отставали от европейских стран, отставали от Соединенных Штатов в технологическом плане, в оснащении, то последние 5 лет, благодаря национальным проектам, программе борьбы с онкологическими заболеваниями, грамотному подходу и личному участию руководства республики, лично главы республики Башкортостан Ради Фаридовича Хабирова, грамотному подходу в организации оснащения онкологической службы не только онкодиспансера, но и городов и районов республики, центров амбулаторной онкологической помощи, этой грамотной политики Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Васильевич Забелин и Айрат Разифович Рахматуллин. Наша служба, она достигла серьезных результатов, серьезно продвинулась и в технологическом плане, благодаря переоснащению полному как диагностического оборудования, так и лечебного оборудования.
увеличилось количество малоинвазивных операций, вообще операций. Если в 2018 году их было порядка 7 тысяч, сейчас в онкодиспансере более 12 тысяч. Это практически в 2 раза мы стали больше лечить людей, а это все, как правило, радикальное лечение. Это люди, которые выздоравливают от онкологической патологии. Увеличилось количество выявленных злокачественных новообразований на начальных стадиях, то есть снизилась одногодичная летальность, увеличилась 5-летняя выживаемость, снизилась смертность от онкологических заболеваний. Но вот и все эти показатели, они же объективные, они же фиксируются Росстатом, они привели к тому, что наша республику Ассоциация онкологов России выбрала как площадку для проведения очередного съезда онкологов России. Ну вот смотрите, вот этот колоссальный опыт, вот эта колоссальная работа, которая делается в нашем регионе, и вот этот съезд, его работа ведь на перспективу. Вот вы как специалист в этой области, как считаете, над чем сегодня должна работать сфера? Развитие науки, доступность онкологической помощи вот по всей стране, в том числе в нашем регионе. Вот на что особое внимание необходимо сейчас обращать? Знаете, я бы даже немножечко переформатировал этот вопрос ваш. Вот я побывал за последний месяц в 3 странах. Это Китай, с таким рабочим визитом встречался с руководителями онкологических служб Пекина, госпиталя онкологического, который обслуживает 35 миллионов населения. Ну и в 2 странах бывшего Советского Союза, Казахстан, Узбекистан, где открытие онкологических центров было, где немножко и практически пооперировали, и теоретически поучаствовали с докладами на конференциях, ознакомились с системой. Вот несмотря на все недостатки, которые мы видим в нашей системе здравоохранения, оказания онкологической помощи, наша система, она по сравнению с тем, что сейчас есть в Китае, тем, что сейчас есть в странах ближнего зарубежья, она, конечно, лидирующая система. То есть по доступности противоопухолевой лекарственной терапии, препаратов. То есть общаясь с коллегами, они очень удивляются, что у нас всем пациентам доступна иммунотерапия, что у нас работает диспансеризация, есть возможность сдать кровь на простат-специфический антиген, выявить рак предстательной железы на ранней стадии. И вот даже сравнивая статистику, да, этих стран и нашей страны, но мы действительно лидируем. Мы благодаря вот тому, что государство обратило внимание вообще на систему здравоохранения, на вот эти первую и вторую причины смертности населения, мы очень сильно движемся вперед. Да, у нас, как и во всех странах, есть определенные недостатки. Это кадровый дефицит. Но имея кадровый дефицит, имея вот эти все проблемы, между тем, у нас в количественном отношении на 100 тысяч населения самые высокие показатели даже по сравнению с Соединенными Штатами и Европой в обеспечении кадрами. Но их все равно не хватает, потому что система наша крайне социальная. То есть то, чего нет нигде. В Соединенных Штатах 40% населения не имеет страховки, им недоступна медицина. Да, остальные, кто застрахован, они получают помощь супердорогую, с использованием самых высоких технологий, замечательную. Вот то, чего нам не хватало раньше. Сейчас у нас все это есть. Вот, в Европе она тоже система социальная, вроде бы они тоже имеют доступ ко всем технологиям, все жители Европы, там застрахованы все, но очереди такие, которые нам и не снились. То есть для того, чтобы попасть к специалисту узкому, люди ждут по 2-3 месяца. А у нас, когда в течение 2 недель не могут попасть, уже Минздрав жестко следит, уже это как ЧП, красная лампочка загорелась, уже разговаривают с организаторами, с главными врачами и пытаются всеми путями устранить эту проблему, то есть создать вот эту доступность. Поэтому, имея определенные недостатки, вот когда ты сравниваешь системы, ты понимаешь, что у нас система является одна из лучших среди окружающих стран. Но нам всегда есть к чему стремиться. Нам нужно увеличивать
увеличивать доступность оказания помощи. Нам нужно сервисные услуги развивать для того, чтобы пациенты лежали и лечились в нормальных палатах, да, где есть телевизоры, где есть холодильники. То есть условия для наших пациентов нужно создавать. Мы это все понимаем. Вот, несмотря на кадровый дефицит, вот эти сроки оказания помощи, мы максимально стремимся сократить эти сроки. Вот, у нас служба, допустим, в диспансере диагностические работают и субботу, и воскресенье. Люди все это знают, они приезжают, проходят компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию в субботу, в воскресенье. Но это все делается для того, чтобы доступность и сроки обследования пациентов соответствовали программам госгарантии. Все это, конечно, сложно, но все это можно осуществить, и нужно к этому стремиться для того, чтобы... Я считаю, что вот медицина, здравоохранение и государство, оно должно работать для людей и ради людей. И вот такая география, когда она расширяется, когда проводится вот такой съезд, мне кажется, для вас, как топ-менеджера в сфере здравоохранения, крупнейшего онкологического центра в стране, то, что к нам приезжают другие специалисты, это тоже очень важно. Ведь вы что лично в этом видите? Это очень важно. Это прежде всего обмен опытом. Дело в том, что вот все регионы имеют определенные особенности, идут немножечко по своим путям развития системы оказания, ну, коснемся онкологической помощи, да? Вот. И когда мы общаемся, когда коллеги мои делают доклады о своих достижениях, ты понимаешь, что вот есть, вот в этом случае есть какая-то изюминка, которую нужно внедрить у себя в системе, и система улучшится. Вот. Не перевернется с ног на голову, но улучшится, и определенный прогресс произойдет в доступности и в качестве оказания онкологической помощи. Это касается практически вот всех сфер нашей онкологии. Это прежде всего, конечно, организационная сфера, то есть люди должны вовремя сдавать анализы, вовремя проходить обследование, вовремя постановка диагноза. То есть эта диагностика должна быть на самом современном оборудовании с использованием самых современных опций, которые есть в мире. Вот. Это и лечебная сфера, да, это и современные должны методики применяться. Лучевая терапия, у нас сейчас 6 линейных ускорителей со всеми современными, самыми современными методиками. Это современная должна быть хирургия, малоинвазивная, лапароскопическая, чтобы пациент получал качественную, прецизионную хирургию, чтобы он быстро восстанавливался и приступал к своим обычным делам, к работе. Ну и, конечно же, противоопухоль, лекарственная терапия. Должны быть доступны все те опции таргетной терапии, иммунотерапии. И у нас это сейчас, слава богу, есть для того, чтобы даже если пациент поступил на запущенной стадии, то он мог пожить, порадоваться и порадовать своих родственников, порадовать своих детей, близких, там, внуков. Поэтому мы гордимся и всегда стараемся сделать так, еще раз я говорю, чтобы наша онкологическая служба, она была самой лучшей, максимально доступной. И самое главное, чтобы наши жители получили все те опции, которые существуют в мире в рамках ОМС, в рамках вот этой программы обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Спасибо огромное, Адель Альбертович. Дорогие друзья, я напомню, что с Аделем Измайловым, главным врачом республиканского онкодиспансера, сегодня мы говорили о предстоящем съезде, международном съезде онкологов всей страны и нашего мира. И говорили мы о том, что пройдет это мероприятие с 19 по 21 мая на телеканал БСТ. Как обычно, будет следить за самыми знаковыми мероприятиями, рассказывать всем о том, что происходит. Спасибо огромное. Оставайтесь на БСТ.